В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшик Шара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Спортивному празднику «Быть» президент обещает поддержку в проведении чемпионата мира по футболу среди непризнанных государств. И снова золотая осень. 14 предприятий Абхазии представили свою продукцию на международной агропромышленной выставке в Москве. Абхазия вдохновляет художников. В Сухуми открылся международный арт-пленэр. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с руководством Конфедерации независимых футбольных ассоциаций «Канифа» и пообещал полную поддержку в вопросе проведения в Абхазии в 2016 году чемпионата мира по футболу. Тему продолжит Елена Лолуа. Решение провести в Абхазии международный футбольный турнир для непризнанных государств было принято 8 июля нынешнего года после прошедшего чемпионата Европы в Венгрии. В том чемпионате не смогли принять участие ни Абхазия, ни Южная Осетия с Северным Кипром. После неоднократных протестов представителей МИД и Федерации футбола Грузии Будапешт отказал в выдаче въездных виз игрокам абхазских и осетинских команд. По словам президента Рауля Хаджимба, руководство будет делать все возможное, чтобы чемпионат в Абхазии прошел на высоком организационном уровне. Хотелось бы, чтобы все те задачи, которые будут поставлены перед нашей республикой в целях проведения этого значимого для нас мероприятия, мы смогли бы их решить качественно. Накануне представители КОНИФА во главе с президентом Пером Андерсом Блиндом успели осмотреть стадион в Гагре и Сухумский городской стадион «Динамо» и остались довольны увиденным. Они рассчитывают, что турнир в Абхазии станет лучшим за всю историю существования КОНИФА. Я преисполнен надежд на то, что нам благодаря этому турниру удастся продемонстрировать всему миру прекрасную Абхазию. Дело в том, что если учитывать наш предыдущий опыт, то во время прошлого турнира нам удалось привлечь внимание со стороны более 300 миллионов человек по всему миру. Но, несмотря на это, я убежден в том, что то событие, которое будет проведено в Абхазии, оно привлечет еще большее внимание со стороны мировой общественности. Президент футбольного клуба «Динамо» Сухум уверен в том, что абхазская сторона сможет достойно провести чемпионат. Уже практически решено, где будут проходить его открытия, игры и закрытия. Осталось дать старт подготовке к чемпионату. Мы ждем от вас сегодня окончательной отмашки, что мы даем старт подготовки и к чемпионату. Мы говорили уже, как проводить открытие, как проводить закрытие, какие группы, какие города, где игры и много ряд других еще вопросов. В добрый путь. Теперь мы с вами ответственны за качественное проведение всего этого мероприятия. И хотелось бы, чтобы за оставшееся время все те задачи, которые будут стоять перед нами, были бы решены. И когда мы будем его закрывать, чтобы мы могли сказать, мы сделали все для того, чтобы это спортивное мероприятие состоялось, и передать эстафету следующему государству. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций основана в 2013 году и объединяет сборные по футболу стран и автономий, которые официально не были включены в состав ФИФА. Всего более 18 команд. Елена Лола, Алексей Агуха, Абхазское телевидение. Размер пособия одиноким матерям увеличится в 2 раза. Такое решение принял сегодня Кабинет министров Абхазии на своем очередном заседании. Всего было рассмотрено более 10 вопросов повестки дня. В основном они касались утверждения составов коллегии ряда министерств и ведомств. На заседании правительства побывала наша съемочная группа. Репортаж Амры Амичба. Постановлением Кабинета министров был утвержден состав Совета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. По предложению первого вице-премьера Шамиля Адзинба в состав Совета введена Ассоциация женщин-инвалидов войны, возглавляемая Ларисой Тарбо. На заседании также утвердили коллеги Министерства финансов и Министерства по чрезвычайным ситуациям, Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору. Министр финансов Амар Кваранзе в своем выступлении предложила утверждать состав коллегии по должностям, а не по персонале, что, по ее мнению, позволит не рассматривать его состав при возможных ротациях в дальнейшем. Вопрос утверждения коллегии Министерства сельского хозяйства отложен, так как члены правительства сочли необходимым ввести в ее состав руководителей сельхозуправления администрации всех районов республики, от Гала до Гагры. С проектом постановления о назначении уполномоченных органов Абхазии по реализации положений договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года выступил замминистра иностранных дел Кан Таня. Назначить Министерство обороны Республики Абхазия по реализации положений статей 5 и 8.
Государственный таможенный комитет Республики Абхазия по реализации положений статей 11 и 12 договора. Министерство труда, занятости и социального обеспечения Республики Абхазия по реализации статьи 15 договора. Министр труда, занятости и социального обеспечения Сурен Кирселян представил проект постановления, согласно которому с 1 января 2016 года одиноким матерям будет выплачиваться ежемесячное пособие на каждого ребенка в размере 1000 рублей. Ранее эта сумма составляла 500 рублей. В год из бюджета на эти пособия будет выделяться порядка 16 миллионов рублей. Наконец-то мы приступили к реализации вот тех наших намеченных планов по все-таки улучшению социального положения таких самых уязвимых групп. И первый проект постановления касается одиноких матерей. Решением правительства установлена стоимость новых бланков паспортов и вида на жительство. Так, бланк общегражданского внутреннего паспорта гражданина Абхазии с учетом пошлины будет стоить 450 рублей. Бланк вида на жительство – 940 рублей. Необходимость принятия данного постановления обусловлена тем, что в настоящее время уже бланки того и паспорта, и вида на жительство уже находятся доставлены в Абхазию, изготовлены, проводится работа по наладке системы и возникла необходимость, в том числе для бюджетного планирования в следующем году. Начальник Государственного управления по землепользованию Адамыр Ахуба представил проект постановления о даче согласия столичной администрации на предоставление фирме «Три семерки» участка земли по улице Дбар для строительства гостинично-офисного центра. Необходимые разрешительные документы прилагались, но после замечаний замминистра культуры и охраны историко-культурного наследия Батала Кубахи проект постановления был отложен, так как на участке не проведены археологические разведывательные работы. Я хочу, чтобы мы не нарушали законодательство, а в том числе в Земельном кодексе тоже прописано о том, что любые работы предварительно должны проходить согласование через управление бывшее, но сейчас это Министерство культуры. Ну вот, к сожалению, ситуация всегда складывается таким образом, что мы вынуждены под ковшом экскаватора бежать под строительство какого-то гостиничного комплекса, стать грудью, запретить строительство, а потом мы начинаем изучать. В завершении заседания принято постановление об осеннем призыве 2015 года на военную службу граждан Республики Абхазия. Амрамич Бальдар Дамиров, Абхазское телевидение. С 6 по 7 октября состоялся 33-й раунд международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. В состав делегации Республики Абхазия, возглавляемой министром иностранных дел Вячеславом Чирикбо, вошли сотрудники МИД Абхазии Лаша Авицба, Ираклий Тужба, Тенгиз Тарба и Лаша Ашуба. Работа велась в двух группах – по безопасности и по гуманитарным вопросам. В первой рабочей группе обсуждали вопросы неприменения силы, обеспечения гуманитарных прав жителей Абхазии и Южной Осетии, снятие барьеров к их международному общению, включая вопросы дискриминационной визовой политики Евросоюза. В очередной раз была подчеркнута необходимость заключения юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Абхазией и Южной Осетией с одной стороны и Грузией с другой. Стороны приняли участие в согласовании проекта совместного заявления участников женевских дискуссий о приверженности принципу неприменения силы. В группе по гуманитарным вопросам состоялось обсуждение сложной экологической ситуации по Колхидскому самшиту. Профессор Кенни сообщил о том, что инвазивного распространения бабочки-огневки затронуло и самшитовые леса Франции и Испании, а также напрямую затрагивает территорию России, Абхазии, Грузии и Турции. Была достигнута договоренность о проведении на следующем раунде информационной сессии с привлечением экспертов для дальнейших консультаций и выработки действий, направленных на сохранение уникальных самшитовых лесов. Абхазская и южно-осетинская стороны не участвовали в обсуждении вопросов, связанных с возвращением беженцев. Проведение следующего раунда женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 8-9 декабря, сообщает пресс-служба МИД Абхазии. Программу развития языков и историко-культурных перспектив абхазского и абазинского народов обсудили на втором международном круглом столе, состоявшемся сегодня в Сухуме. Научные круги Абхазии и Карачаево-Черкесии разрабатывали программу практически в течение года. Основными его направлениями стали возможность сохранения и развития абазинского и абхазского языков, проведение полевых исследований и работа с архивными материалами. Стоит отметить, что география планируемой работы охватит и
те страны, в которых представлены диаспоры. К обсуждению задач круглого стола были привлечены научные деятели, языковеды и фольклористы Абхазии и Карачаево-Черкесии. Координационный совет возглавляет известный меценат, почетный член Академии наук Абхазии Мусса Экзеков. Научный руководитель программы, президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа. Участников круглого стола с началом двухдневной работы поздравил президент республики Рауль Хаджиба. Он пожелал удачи в предстоящей работе и выразил готовность к поддержке. По мнению ученых, работа в рамках программы даст большой эффект. Круглый стол завершится завтра. По итогам работы будет принята резолюция. В Общественной палате Абхазии обсудили проблему легализации недвижимости иностранным гражданам в стране. В обсуждении участвовали депутаты парламента Сергей Шамба и Георгий Агырба, представители администрации Чемчирского района. Члены Общественной палаты дискутировали по поводу того, нужно или нет принимать закон, который позволит россиянам приобретать недвижимость в республике. Подробности в материале Ренаты Шакая. Сегодня продажа недвижимости иностранным гражданам официально запрещена, но, по словам участников заседания, люди все равно находят разные способы, чтобы продать дома и квартиры иностранцам. Каким образом будет работать закон о продаже недвижимости иностранным гражданам, если он будет принят? Кто будет основным покупателем жилья? И какие в этом случае существуют риски для демографии Абхазии? Именно такие вопросы обсуждали на встрече члены Общественной палаты. По мнению Нателлы Акаба, с экономической точки зрения легализация продажи жилья иностранным гражданам может поднять в разы цены на недвижимость. Председатель Общественной палаты отметила, что прежде всего нужно не увязывать продажу недвижимости с приобретением гражданства. Стоит ли открывать рынок жилья? Ну, конечно, речь идет, я думаю, о гражданах Российской Федерации на данном этапе или о гражданах тех стран, которые признали независимость Абхазии. Вся информация о произведенных сделках должна быть доступна всем гражданам. Ну вот это частично мои личные предложения, а частично это мнение членов Общественной палаты. Запрет на продажу недвижимости, по мнению участников дискуссии, порождает теневые схемы и ведет к криминализации в сфере купли-продажи жилья. Депутат парламента Сергей Шамба категорически против продажи земли. Однако в вопросе продажи недвижимости иностранцам у него другая позиция. Я считаю, что бояться ничего не надо. Нужно везде попробовать сделать нашу страну самодостаточной. Все, что этому может способствовать, давайте будем анализировать, приемлемо это для нас или нет. Конечно, должны быть защитные механизмы. Кто против этого? Если мы собираемся продавать недвижимость, когда дойдет до законов, надо тщательно в этом разбираться. Прежде чем принять закон, государство должно выработать свои принципы и правила игры, считает эксперт-экономист Андрей Бгашба. Общество должно договориться, как быть. И вот на базе этого нужно выработать правила игры. И не обязательно это может быть закон. Это может быть любая другая форма, которая будет общепризнанной. Нельзя приехать и купить. Просто так. Есть правила. Да. В заключение члены Общественной палаты решили сформулировать свое видение закона о продаже недвижимости иностранным гражданам. Свои замечания они представят на рассмотрение парламенту Абхазии. Рената Шакая, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Сегодня в Доме Москвы состоялся круглый стол, на котором обсуждались проблемы инвестиций, развития рынка недвижимости и туристического кластера в Абхазии. Его организаторы – Фонд международного делового сотрудничества. Участники круглого стола – экономисты, депутаты парламента, социологи. Асида Малия продолжит тему. Сотрудничество создано совсем недавно. По словам его представителя Вахтанга Пипя, работа фонда будет направлена исключительно в сферу экономики. Будем заниматься только экономикой, привлечением инвестиций, рассмотрением всех интересных проектов для нашей страны. Будем представлять всем заинтересованным бизнес-сообществом и российским, и другим странам проекты, которые будут представлены, на наш взгляд, интересными для рассмотрения в будущем. Инвестиционный климат, развитие рынка недвижимости и туристического кластера – эти вопросы были основными в ходе круглого стола. Вначале была дискуссия об инвестициях. Академик Олег Шамба озвучил свое видение проблемы. По его мнению, необходима качественная организационная система. Как положительный факт он отметил создание агентства по инвестициям. Когда мы говорим реальный сектор, это производство. Что мы можем предложить? Ну, надо отобрать проекты инвестиционные. А что значит отобрать инвестиционные проекты?
Это надо составить проектно-сметную документацию, чтобы она прошла экспертизу, в том числе на экологическую чистоту, и предложить инвесторам, сказать, вот посмотрите. Потому что сейчас, несмотря на то, что появились много инвестиционных компаний, в том числе и частных, но они такие сложные условия ставят. Вот говорят, в течение года нужна окупаемость наших вложений. За 1 год мы не привыкли к таким параметрам. Вместе с тем, участники круглого стола говорили и о том, что в последнее время руководством страны сделаны решительные шаги в вопросах развития экономических взаимоотношений с дружественными странами. Один из таких примеров – установление экономических связей с Республикой Татарстан. Также сделано многое для возобновления кредитования малого и среднего бизнеса. На стадии принятия находится проект закона о свободных экономических зонах. По поводу инфраструктуры, наверное, тоже все вы знаете, что Российская Федерация, большие деньги сегодня вкладывает в инфраструктуру Республики Абхазия, такие вещи, как канализация, водопровод, дорожное строительство. Мнение о том, что инвестиционный климат в республике отпугивает потенциальных инвесторов, придерживались практически все участники круглого стола. В первую очередь это обосновано несовершенством соответствующего законодательства. Вместе с тем говорили и об отсутствии внутренних инвесторов. Несмотря на то, что в данном случае все законодательно отрегулировано. Необходимость принятия такого закона, который регламентировал бы порядок приобретения иностранными гражданами жилья, конечно же, это многие вначале это путали, что это как-то неразрывно связано с приобретением гражданства. Но две совершенно разные составляющие, оно никак не связано с приобретением или получением, или право на какое-то отдельное получение гражданства, потому что оно регулирует закон о гражданстве, порядок получения, приобретения его. В качестве примера нуждающегося в инвестициях называли Ткварчальский район. По словам руководителя организации «Женщины Ткварчала», Белый Ашба, горы и лечебные воды Ткварчальского района могли бы привлечь инвесторов, и тогда появилась бы возможность для воссоздания в этих местах курортно-туристической инфраструктуры. Это, в свою очередь, способствовало бы притоку людского ресурса. Горный туризм. И у нас есть экологические здравницы, нижний источник, верхний источник, где можно на базе этих источников создать какие-то здравницы и так далее. По мнению директора Центра стратегических исследований Олега Доменя, в приоритете должен быть внутренний инвестор. С ним согласился и директор Института Евразес Владимир Ленихин. По их мнению, мешает малоразвитая деловая этика. Владимир Ленихин перечислил несколько причин, по которым может существовать проблема внутреннего инвестора. Инвестиционный климат, он оценивается рядом показателей. 50, 60, 70 показателей базовых. В России, например, ни один крупный инвестор не заходит в регион, если доподлинно не знает, соответствует ли этот регион этим показателям. Работает целое агентство стратегических инициатив, которое прочесывает регион за регионом, выставляя эти самые критерии. Эти критерии касаются не только законодательства, но и всевозможных схем инновационных, которые там реализуются. Что касается продажи недвижимости иностранцам, с этим категорически не согласен депутат парламента Алмаз Джапо. Он заявил, что в этом заложена опасность. Вместе с тем он считает, что прежде чем ставить вопрос о продаже недвижимости, необходимо создать общую базу данных, то есть провести инвентаризацию, произвести работы по кадастру, иметь градостроительный план. В общем, необходима первичная информация. У нас нет зонирования территории. Работы по кадастру ведутся уже, я не знаю, который год, и конца еще этому не видно. В конце концов, градостроительные планы районов и городов. Если у нас нет первичной информации, если мы всю эту работу не провели, о чем мы можем говорить, о какой продаже мы можем в принципе говорить? Мы еще не знаем, что у нас в наличии есть, мы уже что-то пытаемся продавать. Возвращаясь к вопросам инвестирования и проблемах инвестиционного климата, участники круглого стола выразили мнение о привлечении в качестве инвесторов представителей абхазской диаспоры, проживающие за рубежом. Кстати говоря, они, как граждане Абхазии по рождению, вправе покупать недвижимость. Также не стоит забывать о реальном секторе экономики. В любом случае известно одно – Абхазия нуждается в развитии инфраструктуры жилого и нежилого фонда. Асида Мали, Саид Агухава, Абхазское телевидение. Сегодня в Москве открылась международная агропромышленная выставка «Золотая осень-2015». Республику Абхазия на ней представили более десятка компаний, производящих сельскохозяйственную продукцию. Крупнейший в Восточной Европе агропромышленный форум открывал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Всех сердечно приветствую вас на российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Сегодня здесь представлено более чем 2500 предприятий из
23 стран мира, ну и, конечно, с нашей страны. «Золотая осень» – это одна из таких наиболее интересных наших площадок, где обсуждаются перспективы аграрного сектора. В рамках экспозиции представлены практически все подотрасли сельского хозяйства, смежных сельскохозяйственных производств или так называемого ритейла. А значит, каждый из профессионалов, который здесь представлен, может найти для себя и новые идеи, и продукцию, технологии или деловых партнеров. В выставке принимают участие производители из 26 стран мира, 64 регионов Российской Федерации. Наша страна на «Золотой осенью» уже в 4-й раз. Участие абхазских производителей организовано правительством нашей страны, Международным культурно-деловым центром Абхазии и торговым представительством Республики Абхазия в Российской Федерации. В рамках выставки состоится пленарное заседание агробизнес-форума с участием делегаций стран БРИКС и других зарубежных государств, на которое приглашена официальная делегация Республики Абхазия во главе с премьер-министром Артуром Микваби. Выступление председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева. Вы знаете, к нему какое отношение, уважительное отношение в Абхазии, к нему как к человеку, государственному деятелю, как к личности. И сегодня мы, выслушав, посмотрел, потом мы были на агрофоруме. Фактически мы были наблюдателями в работе БРИКСа, который много рассказал о мировых трендах, о мировых тенденциях. И это полезно для нас было, мы послушали, полезно. Мы понимаем, как они будут выстраивать свои отношения и какие у них направления движения. Показывает Москва, это большой город, где собираются практически все регионы России, компании, лучшие из этих регионах. Кроме этого, здесь присутствуют представители компаний дальнего зарубежья. И у нас за год, это очень важный показатель, экспортные поставки увеличились практически вдвое и сегодня составляют 4 миллиарда рублей. Думаю, что у нас эта тенденция сохранится. А правительство сделает все, чтобы она дальше также интенсивно развивалась и двигалась. Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» выступила с заявлением в связи с тем, что партия Амцахара и другие общественные организации, входящие в оппозиционный блок, время от времени выступают с заявлениями, пытаясь внушить обществу, что новая власть не способна решать вопросы развития экономики, укрепления правопорядка и повышения уровня жизни населения Абхазии и другие жизненно важные вопросы. ФНЭА считает, что подобные выступления мотивированы не столько объективными причинами, сколько чрезмерно амбициозными настроениями. Форум народного единства не отрицает наличие ряда проблем социально-экономического и правового характера. В то же время ФНЭА считает совершенно безосновательными утверждения о том, что якобы руководством не предприняты серьезные шаги по преодолению кризиса. В документе приводятся конкретные факты и цифры, свидетельствующие о значительных позитивных сдвигах и достижениях в ряде приоритетных направлений. Партия Амцахара и другие блокировавшиеся с ней общественные организации зачастую говорят об отсутствии у нынешнего руководства продуманного плана по управлению государством. ФНЭА заявляет, что предвзятость мешает авторам данной публикации обратиться к реальным и конкретным исследованиям, проводимым по поручению главы государства Раулем Хаджимба и правительства Центром стратегических исследований при президенте Абхазии. В программном документе «Стратегия развития Абхазии» открыто и широко обсуждающимся в обществе и в СМИ достаточно четко определены приоритеты и перспективы развития нашего государства, возрождения его социально-экономического потенциала. Следует отметить, что бывшее руководство Абхазии и вовсе отрицало необходимость разработки каких-либо долгосрочных программ социально-экономического развития государства. И об этом красноречиво свидетельствуют материалы прессы того периода, говорится в заявлении. Партия ФНЭА отмечает также, что оппозиция пытается всеми правдами и неправдами навязать обществу мнение о том, будто с приходом к власти нового руководства отношения с Россией стали ухудшаться.
Развитие событий свидетельствует об обратном. Идет активное взаимодействие сторон по принятию соглашений во многих сферах. Налаживаются многосторонние взаимосвязи с субъектами Российской Федерации. Решается вопрос по восстановлению деятельности военных санаториев Российской Федерации на территории Абхазии. ФНЭА заявляет, что в партии не намерены закрывать глаза на проблемы, сохраняющиеся в криминогенной сфере. Форум Народного единства Абхазии на своих съездах и заседаниях Политсовета неоднократно выдвигал и вновь выдвигает требования к руководству страны по ужесточению борьбы с преступностью. Мы хорошо осознаем, что судьба реформ зависит от стабильности и правопорядка в стране, говорится в заявлении. ФНЭА считает необходимым обновление кадров не только в правоохранительной системе, но и в ряде других органов госуправления. И выражает надежду, что руководство страны предпримет надлежащие меры по укреплению всей системы власти, подчеркивается в документе. В эти дни в Абхазии находятся Валерий и Галина Дикаленко, родители погибшего в Отечественной войне народа Абхазии добровольца Сергея Дикаленко. По словам Галины Петровны, Сергей уехал на войну, не сказав родителям. И только впоследствии он прислал им письмо, в котором сообщил, что он стал минером-подрывником. По воспоминаниям матери, в конце письма была приписка «Жди меня». Сергей Дикаленко погиб во время мартовского наступления 1993 года. Посмертно он был награжден медалями за отвагу и за честь и доблесть. Во время работы Государственной комиссии по идентификации останков погибших были опознаны и останки Сергея Дикаленко. Экспертиза показала, что во время боя он получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью. Указом президента Абхазии от 14 августа 2015 года Сергей Дикаленко посмертно награжден орденом Леона. Я очень благодарна абхазской стороне, правительству и всем, кто об этом позаботился. Муаеду Афаунову за то, что он принял большое участие в нашем горе, в нашей беде. И помог нам очень много, чтобы найти сына. Организовал нам это ДНК и поиски, и доставку останков. Очень благодарна всем, кто принял участие в этом. Все организовано было очень хорошо. Это то, чего оставалось у нас, какая надежда, что хотя бы останки сына найти. А узнали, как сын, что наш сын уже погиб. Мы на 20-летие Победы привезли нас в Абхазию. И на памятнике, на мемориале увидали фамилию сына. Тогда только поняли, что его действительно нет. А теперь мы уже только надеялись, чтобы его найти и привезти домой. Спасибо еще раз, что нам помогли и привезли его домой. Уличное освещение, установленное на автотрассе Сухум-Псо много лет назад, дает сбои. Лампы не горят целыми секциями. Плюс к этому десятки столбов сносят при ДТП. Кому принадлежит эта империя столбов и ламп, и кто ее обслуживает, узнавала Нисфа Аршпа. Светлая эта трасса стала несколько лет назад. Тогда радости автомобилистов не было предела, ведь дорога была видна как на ладони. А значит, случайные животные, стоящие в темноте люди, больше не причина серьезного ДТП. И если раньше приходилось ездить с включенными дальними фарами, чтобы увидеть хотя бы 50 метров впереди бегущей трассы, то теперь езды с ближними вполне достаточно. А вот скорость перемещения автомашин оставляет желать лучшего. Но тут, как говорится, не вина энергетиков. Очень часто нам задают вопрос, почему у вас такие тонкие, хлипкие столбы, машина только зацепит, они гнутся. Мне хотелось бы просто объяснить гражданам, что это сделано в целях вашей же безопасности. Если бы мы сделали основание столбов толщиной 1,5 сантиметра, 15 миллиметров, то ни одна машина, которая в нее врежется, не осталась бы без смертельного исхода. Но благодаря тому, что стенки столбов тонкие, и они при ударе сгинаются и плющатся, это люди остаются живые. В течение месяца на главной автодороге страны сбиваются десятки столбов уличного освещения. И сотрудникам Черноморэнерго приходится их восстанавливать за свой счет. Как выяснилось, этот объект, уличное освещение автотрассы, никому не принадлежит, ни одной госструктуре, в том числе и самому Черноморэнерго. К сожалению, большому на сегодняшний момент обслуживаем эту трассу мы, но без соответствующей документации. Конечно, мы обратились, собственно говоря, в государственные структуры для того, чтобы был урегулирован этот вопрос. Ждем, что в ближайшее время
этот вопрос разрешится в силу того, что он не находится у нас на балансе, этот объект. Любые затраты по этому объекту, то есть это само освещение, электроэнергия, которая подпитывается и запитывает этот объект. Это обслуживание, у нас работают круглосуточно бригады. Это оборудование, которое давным-давно на очень большие суммы вышло из строя, потому что оборудование дорогостоящее. Вы в курсе, что каждый плафон он стоит десятки тысяч рублей. Естественно, у РУП «Черноморэнерго» на сегодняшний день нет таких возможностей обслуживать эту трассу в полной мере, как оно должно быть. Но, тем не менее, получается, что мы обслуживаем то, что нам не принадлежит. Ежемесячно Черноморэнерго тратит более 250 тысяч рублей собственных средств на замену, ремонт столбов и деталей. Задействуются десятки сотрудников и спецтехники. Порядка 260 столбов с тех пор, как запущена эксплуатация, сбито. Некоторые говорят о дороговизне. Но разве спасенные жизни, которые не наехали на лошадь, не столкнулись с буйволом на дороге с животными и остались живы, разве это не стоит того, тех денег, которые мы вложили? Если брать относительно, допустим, России, у нас на порядок наша дорога нам обошлась дешевле, потому что самый дешевый проект России стоит 311 тысяч, один столб. 3000 столбов за такое короткое время, не имея такой развитой техники, как в России, тем не менее, ребята до сих пор, они вложили душу в этот проект. Работы ведутся круглосуточно, без перерывов на дождь, холод или 40-градусную жару. И в праздники энергетики тоже работают. Перед празднованием Дня Победы они сумели заменить все испорченные, сломанные столбы и вышедшие из строя лампы. Теперь на главной трассе нет ни одного темного места. Нисфа Аршба, Артур Каланди, Эльдар Дамиров. Абхазское телевидение. Как сообщает ФСБ России, по Краснодарскому краю за 5 месяцев высокого сезона границу с Абхазией пересекли свыше 800 тысяч транспортных средств. Это почти на 20% больше, чем в прошлом году, и почти на 45%, чем в рекордном 2013 году. Журналист Александр Руденко также побывал в творческой командировке в Абхазии, чтобы рассказать зрителям российского канала о том, как отдыхается туристам в Абхазии. Предлагаем вашему вниманию его репортаж. Этот курортный сезон в Абхазии без преувеличения можно назвать самым успешным со времен Советского Союза. Только в нынешнем сезоне границу между Россией и Дружественной Республикой пересекло почти 3,5 миллиона человек. И даже сейчас, когда на дворе осень, пляж Пицунды полон отдыхающих. Местные предприниматели не нарадуются. Прибыль выросла на 50% в сравнении с прошлым годом. Люди едут со всей России. Свободных мест в пансионатах почти нет. Ростовчанин Владимир Волдохин в Пицунде отдыхает уже 20 лет. Показывая свой номер, констатирует, в соотношении цена-качество Абхазии равных нет. Ванна есть, вот есть кондиционер, есть, работает. Все, что необходимо. Все, что необходимо есть. Стоит все. Такое удовольствие? Ну, вот одному человеку получается 2500. 500 рублей питания и 2000 проживания. Курортный комплекс Пицунда один из самых известных в республике. Здесь чистейший воздух и самая прозрачная вода на Черноморском побережье. Впрочем, то, что этого уже мало, для привлечения туристов абхазы хорошо понимают. Деньги, вырученные в этом сезоне, планируют потратить на восстановление заметно обветшавшей инфраструктуры. Чаек, кофеек, ребята, поднимаемся к нам. Доступные цены. Шашлычок 200 рублей, 250 грамм. На озере Рица, высоко в горах, тоже аншлаг. В местных шашлычных только и успевают печь хачапури и снимать с мангала шампура. За весь прошлый год здесь было 120 тысяч посетителей. В этом уже 370. Которая очень красивая. Действительно, прям не надо ехать никуда далеко за рубеж, чтобы, не знаю, увидеть настоящую такую первозданную красоту. Айрат и Татьяна Муртазины в Южную Республику приехали из Пензы во второй раз. Была возможность поехать во Францию, Италию, но зачем, если Абхазия и ближе, и красивее? Озеро Рица, оно достаточно крупно посещаемое. Здесь видно, то есть вмешательство человека. Когда выше в горы поднимаешься, то есть там выше едешь, смотришь, там вот эти водопады, Гекский водопад, там перевалы вот эти. То есть там на самом деле это очень... Дух захватывает. Да. Мне кажется, у нас природа на 10 звезд. Поэтому даже какие-то, если есть какой-то сервис в чем-то хромает, мне кажется, это не страшно. Главное люди, главное, что природа такая, которая дает такой
заряд энергии. К этому сезону здесь готовились, заранее понимали, что в условиях санкционного давления люди предпочтут зарубежным курортам доступную Абхазию. Чтобы не ударить в грязь лицом, обновили парк катамаранов, навели порядок в сфере общественного питания и организовали бесплатный медпункт. На глубину 35 метров спустился местный житель, юноша 16 лет, Гиви Смер. Билеты в Новоафонскую пещеру, одну из самых таинственных и крупных в Абхазии, раскупают еще в первой половине дня. Такие очереди у входа помнит только легендарный в республике спелеолог Гиви Смер, еще в советское время ставший директором комплекса Новоафонских пещер. Небывалый наплыв отдыхающих и, соответственно, возросшие доходы уже сейчас заставляют думать, чем удивить туриста в следующем году. Как же спустились, а куда спустились? А ведь шахта — это огромная шахта там на поверхности, где можно обустроить, взять ее под контроль, создать заповедник и прочее, взять ее под охрану и сделать ее экскурсионным объектом. Выпьем за этот народ, за всех туристов здесь отдыхающих, потому что это действительно великолепное место, где можно отдохнуть и тепло провести время во всех смыслах. Не менее популярным в республике стал и агротуризм. Желающих посмотреть уклад жизни абхазов много. Гостей с центральной или северной части России интересует, как делают вино, где растет хурма, инжир, лайм. Группы привозят и из Сочи. Такие однодневные экскурсии стали популярны после решения транспортной проблемы на границе. Транспортная проблема решается, и, безусловно, она в этом году намного лучше. Плюс к этому к нам приезжали рабочая группа из правительства Российской Федерации, где мы решили проблему с железной дорогой. Добраться в республику теперь можно с комфортом на автобусе, поезде, электричке. Возобновить сейчас пытаются и регулярное морское сообщение. Туристический интерес всколыхнул жизнь в Абхазии, заставив сдвинуться с мертвой точки даже старейшие республиканские часы, которые на днях отремонтировали в центре Сухума. Александр Руденко, Алексей Балакирев, Михаил Киртоки. Вести. Абхазия. «Апсны. Обитель души моей» – так называется книга Владимира Делба, презентация которой прошла сегодня в столице. Это уже 4-е издание автора. Оно продолжает серию предыдущих рассказов про Абхазию и, в частности, книгу «Прогулки по Старому Сухому». Выступавшие на презентации друзья отмечали, что у писателя свой неповторимый стиль. На представлении нового издания побывала наша съемочная группа. Владимир Делба – абхазский прозаик, поэт, эссеист, пишущий на русском языке. Он является членом Ассоциации писателей Абхазии, Союза литераторов России, автором 4 книг. Сам Владимир Делба не считает себя писателем. Он скромно называет себя пишущим человеком. Я пишущий человек, я автор этих книг. Вот знаете, есть такое слово, оно почему-то, так сказать, не такое звучащее, хотя это литератор. Структура повествования новой книги «Апсны. Обитель души моей» включает множество пластов, тесно связанных друг с другом, как сама жизнь. Родовые корни, восторг от природы Абхазии, ностальгия по местам детства и юности, умелое проникновение в характеры персонажей, описание интерьеров времени, в котором живут герои, и, наконец, даже юмор и смешные истории, умело вписавшиеся в конструкцию прозы. Композиция повести построена от событий в Абхазии к Праге и Израилю, и обратным движением опять к Абхазии, как воплощению великого народного духа. 4-я книга писателя отличается тем, что автор в ней выступает как художник, музыкант и литератор. Как импровизаторы играют джаз, также вот сегодня Владимир Михайлович Делба порадовал нас музыкальной книжкой. Музыка ее заключается в том, что каждый читатель, который будет читать эту книжку, он будет слышать музыку. Музыку души не только автора, но и свою собственную музыку. И она познавательна и для подрастающего поколения, и она познавательна для взрослого населения, которое уже забыло или еще помнит наш город, славный город Сухум. Повесть Владимира Делба привлекательна не только разнородностью типов и характеров или четко прослеживаемой сюжетной линией, заставляющей читателя вместе с героем проживать его судьбу в эпоху соцреализма и постсоциалистического периода. Она притягательна и этической позицией автора с его восторгом и любовью к родине. Очень важным моментом является описание в книге Отечественной войны народа Абхазии, так как читатель нуждается в художественном осмыслении прошедшей войны. И, конечно же, главная тема в
произведений «Старый Сухум», его обитатели, быт, уклад жизни. Автор талантливо передает атмосферу того времени. Я когда пишу, как бы то ни было, мысленно я все-таки апеллирую к моему поколению или поколению чуть младше, которое от родителей, да, может это все знать и генетически помнить. Здесь есть персонажи совершенно невыдуманные. Вот сегодня вспоминали Зулхба, Лаврик, Матута Отерба. Это люди, давно ушедшие из жизни, да, Матута вообще очень давно, но есть ведь племянники, внуки и так далее, и так далее. Вот им должно быть интересно, мы знаем деда, как звали, мы знаем, дед был там, допустим, историк, да, а вот то, что дед был величайшим интеллектуалом, философом, спорщиком, и при этом он был живым человеком, он, так сказать, и у него романы были с женщинами, в общем-то, так сказать, достаточно часто. Это живой человек. И вот о нем-то знать интересно. Но мне, конечно, очень хотелось бы, чтобы молодые читали. Об этом я тоже думаю, но это мечта, желание. Сегодня автор принимал многочисленные поздравления друзей, поклонников своего творчества. И всех интересовало, будет ли продолжение. На что Владимир Делба отвечал, что пока только идеи. И если родится произведение, то обязательно поделится со всеми. Эсма Джикерба, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. В Сухуме открылся третий международный арт-пленэр «Краски осени Абхазии-2015». В этом году это событие в культурной жизни Абхазии посвящено 70-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзенба. Арт-пленэр начался с практической конференции, перед началом которой участники форума возложили цветы у мемориала славы в Сухуме. Тему продолжит Сария Смыр. Международный арт-пленэр «Краски осени Абхазии» уже традиционный. Он проводится здесь третий год подряд. На этот раз участие в нем принимают более 50 художников из Абхазии, России и Южной Осетии. Их ждут экскурсии, мастер-классы именитых художников и, конечно же, создание новых картин. За эти 3 сезона мы успели создать более 200 живописных работ, отражающие самые красивые уголки нашей Абхазии. Примечательно, что эти картины сделаны представителями разных школ и художественных направлений. С приветственным словом перед присутствующими выступили руководители делегаций, художники, философы, филологи, поэты Абхазии. Все они говорили о значимости арт-пленэра, о пользе обмена профессиональным опытом между абхазскими и российскими студентами. Среди гостей были и те, кто впервые принимает участие в арт-пленэре. Что хотелось бы пожелать участникам, особенно тем, которые впервые у нас, зарядиться уникальной энергетикой наших красивых мест, прочувствовать эту красоту и уже потом все это воплотить в своих работах, в своих полотнах. В ходе конференции зачитали 10 докладов, посвященных истории и развитию изобразительного искусства, а также обсудили взаимовлияние различных направлений в искусстве. Здорово, что мы собрались из таких отдаленных мест, собрались здесь сейчас в теплой Абхазии, такой гостеприимной, такой солнечной, южной. И я надеюсь, что наше общение станет, знаете, толчком к дальнейшему культурному развитию каждого из нас. Это станет некой точкой роста нас как художников, как друзей. Впереди у участников проекта «Творческая неделя». Их ожидает пленэр в самых красивых местах Абхазии. А по его завершению – отчетная выставка. Сария Смыр, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар 62 рубля 71 копейка, евро 70 рублей 47 копеек. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии будет переменная облачность, ночью местами возможен дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем плюс 20-22 градуса. Температура морской воды плюс 25 градусов. По Сухому переменная облачность, ночью возможен небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 14, днем плюс 21 градус. Информационный выпуск завершен. Я желаю вам всего доброго и прощаюсь. До встречи в эфире.